Крымско-татарский театр имеет свою давнюю историю. Театральное искусство было довольно развито в период Крымского ханства. Когда именно и в какой период оно получило свое развитие, сказать сегодня трудно. Известно, что со второй половины XVI века в государстве крымских татар уже был уличный театр теней «Карагоз», пришедший к нам из соседней Османской империи. В основе реприз и постановок театра лежали такие сюжеты, как народные сказки, миниатюры, так и реальные эпизоды из истории, походы крымских ханов, героизм воинов, аскеров и так далее. Конечно же, официальное мусульманское духовенство отрицательно относилось к театральным представлениям, но театр теней никогда не был под запретом, продолжая вечерами собирать своих зрителей, как правило, это были мужчины, перед импровизированной сценой. Со временем театр теней покорил более высокую публику. Представления местных драматургов и комедиантов, чьи имена сегодня уже вряд ли вспомнит история, перекочевали в покои ханского дворца, теперь уже развлекая придворную знать. А со временем деревянных кукол из театра теней заменили профессиональные актеры. Так известно, что при дворе Крым-Герай-хана были не только музыканты, но и труппа актеров. Крымский хан был довольно увлеченной личностью. Он интересовался европейской культурой и довольно долгое время проводил в обществе французского дипломата барона де Тота, находившегося при Крымском дворе. Возможно, именно этот господин и обратил внимание крымского правителя на творчество французского драматурга Мольера. В результате в 1769 году через все того же де Тота Крым-Герай направляет письмо первому министру Франции герцогу де Шуазелю в Париж с просьбой перевести на крымско-татарский язык знаменитую пьесу Мольера «Тартюф» и прислать ему, Крым-Гераю. С аннексией Крымского ханства России культура и искусство крымских татар приходят в упадок. И только в конце XIX – начале XX веков начинается пробуждение и возрождение крымско-татарского театрального искусства. Городской голова Бахчисарая Мустафа Мурза Давидович отдал распоряжение выстроить сцену для крымско-татарского театра, а пока шло строительство, предоставил в распоряжение артистов зал городской управы. Именно в этот период начинает формироваться творческая интеллигенция и национально-культурное возрождение крымских татар. Преподаватель арабского языка в Зенчаглы-медресе Исмаил Лиман и общественно-политический деятель Сиджилил Хатат организуют серию благотворительных показов спектаклей на крымско-татарском языке в пользу крымско-татарских студентов, обучающихся за границей. В 1898 году в Акмеджитской, Симферопольской образцово-национальной школе открывается театральная студия. Учащиеся устраивают показы различных инсценировок. Одна из них под нехитрым названием «Прием гостей в татарской семье» имела большой успех. В постановке этой сценки принимал участие сам крымско-татарский просветитель Исмаил Гаспринский. Характерной особенностью показа являлось то, что впервые в постановке были задействованы крымско-татарские девушки. Это было своего рода прорыв, ведь до этого времени считалось безнравственным появление женщины на сцене, а все женские роли исполняли мужчины. Итак, усилиями Давидовича в октябре 1901 года в Бахчисарае открывается первый театр, на сцене которого с успехом демонстрируются различные спектакли. Самой популярной становится постановка по пьесе крымско-татарского писателя Сиит Абдуллы Озенбашлы «Чему быть, того не миновать». Большим успехом пользуются и спектакли по комедии все того же Мольера «Лекарь по неволе» и «Женитьба» по пьесе Николая Гоголя. Ярким и, пожалуй, первым известным актером, режиссером и критиком становится Джилял Миинов. Став актером бахчисарайской труппы, он играет почти во всех ее спектаклях, а впоследствии становится главным режиссером Крымского государственного крымско-татарского драматического театра. С 1905 по 1907 годы открываются отделения театральной труппы в Симферополе, Феодосии, Белогорске, Ялте и Алуште. А уже в октябре 1923 года открывается Крымский государственный крымско-татарский драматический театр в Симферополе. Сюда приглашаются лучшие актеры и режиссеры Крыма, такие как Умир Ипчи, Джилял Миинов, Ава Кылычева, Париков, Тайганская, Челебиева и многие другие.
Но, к сожалению, репрессии 1937-1938 годов против крымско-татарской интеллигенции и общественно-политических деятелей приводят к упадку и крымско-татарское театральное искусство, а депортация 1944 года к ликвидации крымско-татарского театра. Лишь с возвращением народа на родину появляется возможность возродить национальное театральное искусство.